выделение средств из государственного бюджета нашей республики на проведение нашего спецпроекта «Информ-МИ». А вот этот проект «Информ-УИК», я так понимаю, как вы говорите, что будут... Да, мы пойдем по всем домовладениям нашей республики, по всем квартирам нашего города, наших поселений. С этой точки зрения я очень прошу избирателей быть готовыми, что подойдут наши члены участковых избирательных комиссий, у них будут накидки, у них будут специальные сумки, у них будут планшеты, значки, будут обязательно удостоверения, бейджики, будут паспорта, и предъявив эти документы, они будут до избирателей доводить ту информацию, которая очень нужна сегодня. Какие у нас кандидаты выдвинуты, что есть возможность избрать форму голосования на дому, по мобильному избирателю. С этой точки зрения я думаю, что открытый разговор наших избирателей с членом участковой комиссии может состояться. Мы уверены в этом. А мобильный избиратель что из себя представляет и много уже регистрируется? Ну вот я говорю, что цифра это традиционно у якутян большая. Мы ровно 5 лет назад, в 2018 году, на выборах президента Российской Федерации достигли 51 тысячи желающих, заявлений поступило. Традиционно от региональных выборов у нас где-то порядка 20-25 тысяч получается. Это вместо открепительных удостоверений, как это было много-много лет назад, сегодня вот используется вот данный механизм. Человек имеет право подать заявление и выбрать избирательный участок, где он хочет голосовать. И с этой точки зрения мы также отмечаем большой показатель. Несколько сот человек, в числе которых вот я назвал 1300, тех людей, которые желают голосовать за пределами нашей республики,
Это большие наши города. И допускаем также, что есть люди, которые могут голосовать и за рубежом. Потому что в соответствии с законодательством в наших консульствах, посольствах будут создаваться избирательные участки. Я сегодня вот одному своему другу сказал, что по Тайскому Лусе, наверное, тоже будут люди, которые будут голосовать там. За ее проведением будут пристально следить во всем. На самом деле, да, проект «Информ УИК», он не новый. Прошлым летом мы в республике реализовали этот проект в качестве пилотного, в котором участвовали 11 наших районов, 330 участковых избирательных комиссий. Поэтому, конечно, нам как-то легче переходить на этот проект полностью по всей республике. В этом году в проекте будет задействована вся республика. Это все наши участковые избирательные комиссии. И планируется, что в проекте будут принимать участие 2649 обходчиков. Так называемых обходчиков. Это члены наших участковых избирательных комиссий, которые пойдут по домам и квартирам, чтобы проинформировать наших избирателей о предстоящих выборах президента Российской Федерации. Что особенного, да, в этом проекте? В этом проекте новизна в том, что при адресном информировании избирателей наши члены участковой избирательной комиссии будут пользоваться специальным мобильным приложением, используя который они смогут рассказать о выборах, о кандидатах, о политических партиях, которые выдвинули кандидатов, о способах голосования. Также при адресном информировании наши члены участковых избирательных комиссий могут выявить избирателей, которые не смогут пойти в день голосования на избирательный участок. Например, это пожилые люди, мамы с малолетними детьми и так далее. Да? И они предварительно тоже возьмут информацию об этих избирателях, чтобы в дни голосования к ним могли подойти члены участковой избирательной комиссии, чтобы дать возможность им участвовать в выборах. На территории Алекминского района 40 участковых избирательных комиссий. С 25 января начала работать территориальная избирательная комиссия. И сейчас идет подготовка. А в чем вообще особенность, скажем так, организации выборов в вашем районе? Трудность, есть ли какие-то труднодоступные места? Нет, на территории Алекминского района есть труднодоступные отдаленные местности. Значит, мы охватываем жителей района, на вертолетах, на Уралах. На территории Алекминского района находится 3 нефтеперекачивающие станции: НПС-13, НПС-14, НПС-15, где работают жители Российской Федерации со всей России, вахтовым методом. И на территории Алекминского района находится Нирингри-Металлик, это где производится добыча золота. И там, мы тоже вылетаем вертолетом. Вертолет стоит 5 часов, и мы должны за это время охватить. Чем больше избирателей, тем лучше. И на территории Алекминского района стоит партия геофизиков ООО ТНГ «Ленская», где порядка 250 человек. Этих избирателей мы будем охватывать досрочно, выезжать будем досрочно к ним. И хорошо, что нефтепровод, и геофизики, они будут обеспечивать нам транспортом. Члены комиссии будут выезжать туда с ночевой, и за это время, за 2 дня, они должны охватить. Чем больше избирателей, тем лучше, естественно. А по опыту прошлых лет, в этих местах люди как голосуют? Активно? Да, очень активно. Там же вся Россия, поэтому они очень активно приходят, и у всех же гражданский долг, как говорится, и всем им мы предоставляем конституционное право